настоящим героем. Он до последнего вздоха защищал свою родину. Последние действия, которые, как уже сказали, назовут подвиг, не каждому суждено. Но сегодня вот таких ребят, 19 человек, и мы каждому из них должны поклониться, взять на себя ответственность за помощь их семьям, это очень важно. И продолжать чтить память и помнить об их подвигах. Тем, кто активно участвовал в мемориальной доске, кто организовал это мероприятие, большое спасибо Рамзе Ибрагимовне, Эльзе Макфеевне и непосредственно, кто сотворил эту мемориальную доску, Игорю, извините, отчество его не знаю. В лице моего сына, во-первых, мы почтим память всех погибших ребят на этой войне, кто погиб, кто защищает мирное небо над нашей головой. И давайте не будем забывать о тех, кто в данный момент находится на полях сражения и защищает мир, чтобы мы могли вот так вот жить и радоваться жизни. То, что помните, здесь это будет всегда. Может быть, у кого-то есть что сказать, пожалуйста, если хотите. Прошу вас. Смотреть чего? Ну, во-первых, что-то я добавить не могу более. Во-первых, спасибо маме, спасибо большое. Спасибо нашему коллективу, нашей школы, вашей школы, после которой, как говорится, человек крепкой закалки отдал жизнь за нас, за нашу родину, за наш Татарстан. И еще, прости, Гафур нас. Гафур был действительно самым обычным мальчишкой, веселым, немножечко шебутным. Мы его помним очень честным таким мальчиком. Он принимал участие во всех мероприятиях, любил танцевать, петь, рассказывать стихи, любил шалить, и за это был руган и мною, и всеми, конечно, как и положено, нам, учителям. Мы их хвалим, ругаем, ставим оценки, воспитываем уж как можем. Участвовал в выпускном вечере при окончании школы Гафура. Вот именно в этом зале был торжественный вечер у нас. Молодые люди танцевали, пели песни. И когда вручали аттестаты, директор школы спросил: Гафур, кому вручить твой аттестат? Он сказал: моему деду. В этом месте как раз получил его аттестат в руки. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.